Представлены работы ингушских художников и изделия декоративно-прикладного искусства. В экспозицию вошли работы известных не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами мастеров, таких как Роза Тангиева, Аюб Цуроев и многих других. Выставка пользовалась большой популярностью у зрителей. Буквально за час материал, привезенный для продажи, был раскуплен. После выставки все переместились в концертный зал. Здесь перед собравшимися выступил коллектив ансамбля народного танца «Ингушетия», солисты Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева. Безусловно, огромную поддержку зала получил зажигательный кавказский танец. Ритмы огненной лезгинки снова в танце кружат нас. Какие дни культуры Ингушетии без традиционной лезгинки? Лоузер не оставил равнодушным ни одного зрителя. Пожалуй, самым долгожданным для публики стал выход финалистки конкурса «Голос» Рагда Ханиевой. Зрители очень тепло встретили юную певицу. Как признается сама Рагда, для нее представлять Ингушетию на таком мероприятии очень важное и знаменательное событие. Меня зашкаливает гордость, и очень приятно, что мы представляем культуру нашей республики в такой республике, как Татарстан. С театральной жизнью нашего края гостей мероприятия ознакомили актеры Русского музыкально-драматического театра «Современник». Служители Мельпомены представили на суд изысканной публике отрывок из пьесы Антона Павловича Чехова «Предложение». Ну теперь-то всякая собака знает, что иначе плана не видит ничего. Концерт не только познакомил жителей Татарстана с самобытной культурой Ингушетии, великолепием величественной природы, но и породил огромный интерес к туристическому потенциалу страны башен. Все они, как в едином порыве, расспрашивали у представителей делегации, как можно посетить наш край. Вам захотелось все это увидеть? Да, у нас давняя мечта с мужем именно съездить на Кавказ. Моя мечта съездить на мою историческую родину, пусть она будет в республике Ингушетия, пусть она будет в Чеченской республике, пусть она будет в республике Дагестан. Кавказ, он есть Кавказ, понимаете? И какой бы он необъятный ни был, он такой же колоритный, многонациональный, дружный, мирный, территория нашей Российской Федерации. И если даже вот мои предки, они представители Грузинской республики, но тем не менее, даже побывав в вашей республике, я буду себя ощущать, что я побывал на своей родине. Судя по всему, Дни культуры Ингушетии навсегда останутся в памяти жителей Татарстана, как нечто новое, неизведанное, но такое притягательное и волнительное. Ну а нам, в свою очередь, остается ждать ответного визита деятелей культуры Братской Республики, который состоится уже в декабре. Акраман Ивлоев, Магомед Нальгиев, Данил Гатагажев. Вести Ингушетия. Из Казани.